2016 год для нашего региона был насыщен на спортивные события. Ингушские спортсмены не переставали радовать своих болельщиков во всех видах спорта. Итак, начнем с неба. В этом году впервые ингушские парашютисты покорили Северный полюс вместе с опытными спортсменами из Беларуси, Армении, Таджикистана. Прыжки совершались с высоты 4000 метров при температуре за -70. А 9 мая, ко Дню Победы, вернувшаяся из экспедиции команда вручила главе региона ингушский флаг, развивавшийся в небе над Северным полюсом. Он подписан Русским географическим обществом. И мы хотим этот флаг передать главе республики. Уже в 6-й раз в Ингушетии проходят международные соревнования на точность приземления по парашютному спорту. Участие в них приняли как российские парашютисты, так и спортсмены из Хорватии, Боснии и Черногории. Август стал самым жарким месяцем уходящего года не только из-за температуры воздуха. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, участие в которых приняли сразу 3 ингуша. Наш дзюдоист Хасан Халмурзаев выиграл для России золотую медаль. В финальной схватке олимпийского турнира дзюдоистов в весовой категории до 81 килограмма Халмурзаев одержал победу над американцем Трейвисом Стивенсом. После политических скандалов вокруг олимпийской сборной эта победа была принципиальной. Это просто супер! В 2017-м Хасан Халмурзаев продолжил серию блестящих побед и стал обладателем Кубка Европы и золотым призером международного турнира «Большой шлем». Еще один наш земляк Калой Картоев из Плиева выступал в Рио за сборную Турции. Ингушский борец взял олимпийское серебро. Боролся с холодной головой, очень взвешенно. Ну и достойный соперник Калой Картоев вышел в финал. Этот год для меня сложился удачно, так как я выступил на Кубке мира. В личном зачете выиграл Кубок мира. На мире стал вторым и на Олимпийских играх вторым. И на мире, и на Олимпийских играх выступил одному и тому же сопернику, своему давнему. А Магомед Мусаев из Малгобека, выступавший за Киргизию, к сожалению, не стал победителем игр. Но мы все равно болеем за наших. По приезду домой Мусаев возглавил спортивный клуб «Кушт», борцы которого уже стали показывать результаты на международных аренах. Готовимся к новому сезону. С Нового года будут официальные соревнования, отборочные на Европу, на мир. А теперь к интеллектуальным видам спорта. Минувшим летом ингушский гроссмейстер Эрнесто Инарки в самой спокойной битве завоевал титул чемпиона Европы. Шахматы будут очень полезны для нашей республики, для всех жителей, потому что жители будут развиваться гармонично. И поэтому я хочу пожелать именно этого нашей республике, чтобы она развивалась гармонично, быстро и красиво. После такого успеха во многих школах Ингушетии стали открываться шахматные классы. Но настоящим импульсом развития шахматного спорта в регионе можно смело назвать первый всероссийский шахматный фестиваль «Башня Согласия». Я уверен, что многие молодые дети, которые играли рядом, этот турнир запомнится и даст им огромный толчок. Еще одна новая для нашего региона, но активно набирающая обороты спортивная дисциплина – это легкая атлетика. В феврале ингушская команда атлетов вернулась с чемпионата ЮФО и СКФО, который проходил в Волгограде с целой связкой медалей: 4 золотых и 1 серебряная. Вы о нас еще услышите. У нас планы большие попасть на Олимпийские игры. От легкой атлетики к тяжелой. В канун празднования Дня Республики в Ингушетии открылся первый зал тяжелой атлетики. Спортивный объект площадью около 2000 квадратных метров возвели всего за 2 месяца. Его строительство обошлось в 60 миллионов рублей. Назван зал в честь известного тренера Ибрагима Кадзоева. Я много ездил по миру, работал за границей. В Центральной Америке залов таких не было. Именно вот этот зал дал силу. Новый современный ФОК в этом году открылся и в Яндере. На торжественную церемонию приехал главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба. После мастер-класса сборная страны по дзюдо во главе с тренером посетила аллею спортивной славы в столице республики. По уже сложившейся традиции Эцио Гамба оставил отпечаток своей руки и автограф на аллее. У меня очень положительные впечатления от вашей республики. Меня очень тепло встретили. Я надеюсь, что мы и дальше будем сотрудничать. Оставить след о себе здесь было очень приятно. Для меня это большая честь. На прошедшем в Одинцово турнире памяти легендарного советского хоккеиста Александра Рагулина команда «Мага» с триумфом завершила все 3 встречи с соперниками. Это их первое выступление на соревнованиях такого уровня и первый победный кубок.
В феврале этого года в Горной Ингушетии прошел чемпионат России по горным лыжам среди глухих. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Перми, Краснодарского края, Московской области. Я в Ингушетии в первый раз. Мне очень нравится сам санаторий, природа и особенно горы. Они похожи на альпийские. На этом список новых видов спорта для Ингушетии не заканчивается. В феврале и мае 2017-го в республике впервые прошли сразу 2 чемпионата России по альпинизму в техническом и в скальном классах. За лидерство в турнирных таблицах боролись лучшие скалолазы страны. Более 80 участников со всей России покоряли горный массив Гайкомт и скальный массив Кавдаламид. Маршруты высшей категории сложности. В 4-й раз прошел в Ингушетии чемпионат ралли Ингушетия. В этом году организаторы подготовили новую программу мотошоу в Назране, а сами соревнования проходили в Малгобекском районе. В них приняли участие 15 экипажей из Краснодара, Ростова-на-Дону и регионов СКФО. Это мероприятие стало ярким событием для любителей экстремальной езды. К счастью, обошлось без пострадавших. Это на равнине, ну а в Джейрасском районе прошел юбилейный турнир по смешанным единоборствам М1 Челлендж 69 «Битва в горах». В грандиозном спортивном шоу приняли участие более 20 бойцов смешанного стиля из разных стран мира. На международной арене 5 ингушских бойцов одержали уверенную победу. Победу одержал Адам Гагиев! Yeah, just like predicted. Unanimous decision. Более того, за период с 17 мая 2016 по июнь 2017 в регионе состоялось 8 турниров «Дорога в М1», последний из которых прошел в конце мая. Большим подарком для жителей Ингушетии стал открывшийся в этом году дворец спорта. Центральная арена с многотысячными трибунами, профессиональное освещение и мощная акустика для проведения не только спортивных, но и концертных мероприятий. А еще 9 залов для занятий боксом, баскетболом, гандболом. Все это великолепие возвели в честь выдающегося спортсмена, настоящего героя Берда Евлоева. Остается только пожелать, чтобы в этих стенах вырастали такие же великолепные спортсмены, как Берд Евлоев, чтобы росло число олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чемпионов Европы, чемпионов России в республике. В день открытия во Дворце спорта прошел турнир М1 Челлендж «Битва нартов», на который съехали знаменитые спортсмены и видные политические деятели. 10 зрелищных поединков прошли в этот вечер в Назране. Особенно порадовал наших болельщиков тот факт, что из 4 выступающих ингушских бойцов все 4 стали победителями. На М1 Челлендж 74 в Санкт-Петербурге Абукар Яндиев стал новым чемпионом М1 в легком весе. Это первый чемпионский пояс М1 Глобал в истории ингушского спорта. А уже 22 апреля в честь 25-летия Ингушетии в регионе состоялся турнир М1 Челлендж 76 «Битва в Ингушетии». Мы открываем новые спортивные объекты и вместе с этим совершенно новые для республики виды спорта, и это только начало. Зарема Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24.